Река Чульман загрязнена из-за угледобывающих компаний. Проводится проверка. 62 ВИЧ-инфицированных в республике за этот год. Эпидемиологическая ситуация в Якутии остается напряженной. Акция «Онкопоиск» завершена в республике. В Алданском районе через процедурный кабинет прошли порядка 1000 человек. В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. По факту загрязнения реки Чульман проводится проверка. На протяжении всего участка встречались льдины, покрытые мелкими частицами черного цвета, предположительно угольной пыли. Госинспекторами Нерюнгринского комитета государственного экологического надзора отобраны пробы природных средств для проведения лабораторного исследования. Отметим, что это не первый случай загрязнения водного объекта. Так, в январе этого года был зафиксирован факт загрязнения реки ниже устья реки Верхняя Нерюнгри. Загрязнение произошло в результате осуществления хозяйственной деятельности компании «Якутуголь» по добыче и обогащению угля. На сутки раньше нормы начался ледоход на реке Лена у города Ленск. Ледоход продвигается с кратковременными остановками. Уровни воды при вскрытии в пределах нормы. Ниже по течению отмечаются подвижки льда и разводья. На участке Покровск, Якутск, Кангаласы 15-16 мая ожидаются подвижки льда. 16-18 мая вскрытие реки на этом участке, что на 2-3 суток раньше нормы. На реке Алдан нижняя кромка ледохода наблюдается в пределах Алданского района. В течение этих суток ожидается ледоход на 2 суток раньше нормы. Ночью 12 мая, что на 4 суток раньше нормы, осуществилось вскрытие реки Амга у гидропоста Терють Татинского района. Уровни воды при вскрытии в пределах нормы. На реке Вилюй нижняя кромка ледохода отмечается у города Нюрба, где 12 мая начался ледоход. В связи с началом сезона охоты в Якутии провели мониторинговый отстрел птиц для профилактики птичьего гриппа. На данный момент работы по всем районам фактически завершили, вирус не нашли. Об этом сообщили в департаменте ветеринарии региона. Каждый год охотникам выделяются квоты на расстрел 25 селезней. Далее биоматериал отправляют в специальную лабораторию. Через экспресс-маркер результат выявляется почти сразу. Как отметили в департаменте, вспышка данного гриппа за последние 10 лет не зарегистрирована. Данные мероприятия проводятся каждый год. То есть, как я уже говорил, грипп птиц – это заболевание антропозоонозное. Оно одинаково опасно как для животных, так и для человека. В различных районах сезон охоты открывается по-разному. И, соответственно, мониторинговые отстрелы тоже проводятся в разное время. Тем временем эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в республике остается напряженной. С начала года в республике выявлено 62 ВИЧ-инфицированных. За аналогичный период прошлого года 36 человек. Наиболее остро ситуация обстоит в столице региона – Мирнинском, Нерюнгринском, Ленском, Алданском, Аймиконском районах. Стоит отметить, что по числу заболевших республика находится на 3-м месте в Дальневосточном федеральном округе после Приморского и Хабаровского краев. В группе риска у нас находятся в первую очередь это наркоманы, которые внутривенно, алкоголики, работники секс-индустрии и вот мужчины, имеющие связь с мужчинами. В Якутии завершается социальная акция «Онкопоиск». Сегодня последний день забора анализов. На участие в акции граждане откликнулись активно. Так, в Алданском районе через процедурный кабинет прошли порядка 1000 человек. Когда и где можно узнать результаты, расскажет Татьяна Вахнина. Понедельник – последний день напряженного режима у медсестер процедурного кабинета городской поликлиники. Сегодня завершается республиканская социальная акция «Онкопоиск». Скрининговое обследование, позволяющее выявить степень предрасположенности к раковым заболеваниям, бесплатно смогли пройти все желающие. А желающих оказалось немало. Анализы сдали порядка 1000 человек. Бесплатно делают это все обследование на рак. Много народу, люди проходят. Очень хорошая акция идет. Так что населению надо пройти. Я думаю, что всем надо пройти эту диспансеризацию и сдать кровь. Исследование крови проводится в Алданской лаборатории. Затем людям, прошедшим скрининг, необходимо посетить онколога, чтобы получить консультацию. Результаты будут, наверное, я так думаю, в течение, 2 недель, потому что идет большой поток, пока сделает лаборатория. То есть мы делаем забор, а уже насколько быстро это делает лаборатория и отдает результаты в онкокабинет.
По онкозаболеваемости Алданский район остается наиболее неблагополучным в Якутии. На учете у онколога состоят более 500 человек. Однако стоит помнить о том, что злокачественное новообразование не всегда приговор. Чем раньше выявлена опухоль, тем больше шансов на исцеление и продление жизни. Посещать врача и сдавать анализы необходимо не реже 1 раза в год. У нас в районе выявляемость, к сожалению, не такая высокая, да, но это связано, скорее всего, с тем, что пациенты длительно сами не обращаются за помощью, да, и плюс скрытое течение болезни, да, то есть... Медработники уповают на то, что активность граждан не иссякла на этапе сдачи анализов, и до кабинета онколога дойдут все алданцы, принявшие участие в акции. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. В республике полным ходом идет заготовка молока. По оперативным данным Минсельхоза Якутии, на сегодняшний день заготовлено 9123 тонны. Это составляет 12% от годового плана. Лидером по объемам заготовленного молока идет Амгинский, Мегино-Кангаласский и Кангаласский улусы. Неплохой показатель и у изготовителей Вилюйской группы районов. А в Нюрбе, Горном, Татинском, Верхоянском и других улусах отмечается отставание от плана. Это связано с вхождением в этом году в систему «Меркурий». Она предполагает тщательный процесс и внесение всей информации о предприятии и характеристике продукта. Как говорят фермеры и курирующее ведомство, отставание от плана составило 466 тонн. Проблемы действия этой системы у нас в республике имеются в связи с тем, что у нас не полностью имеется покрытие сетью интернет населенных пунктов, во-первых. А во-вторых, то, что у нас средний сдатчик, он обычно человек пожилого возраста, пенсионеры, предпенсионного возраста, поэтому имеется определенная сложность по внесению этих данных через систему Меркурий в базу. Поэтому тут необходимо нам совместно с муниципальными районами, совместно с населенными пунктами, заготовителями провести большую организационную работу для того, чтобы вхождение в эту систему у нас происходило ежедневно и не имело никаких проблем. Одно из архитектурных агентств выиграло $500 000. На конкурсе, организованном НАСА, ему удалось напечатать 3D-дом для полета на Марс. Более подробно о том, как это удалось, расскажет Татьяна Гамозова. Нью-Йоркское архитектурное агентство AI Space Factory выиграло $500 000 в конкурсе НАСА, напечатав на 3D-принтере дом для астронавтов. Он предназначается для участников возможной миссии на Марс. В финальную часть состязания вышел также Университет Пенсильвании. От участников требовалось создать дом в масштабе 1:3 из материалов, которые можно найти на Марсе, и с минимальным вмешательством человека. Победители использовали базальтокомпозитный биополимер, Университет Пенсильвании – специальную цементную смесь. На печать ушло 10 часов, после чего сооружение подвергли тестированию. В частности, их окуривали дымом для проверки герметичности, а прочность испытали, бросая сверху грузы и пытаясь раздавить экскаватором. Университетский дом этого не выдержал. Однако команда из Пенсильвании получила второй приз – $200 000. НАСА проводит этот конкурс с 2015 года. В нем участвуют 60 команд. Цель проекта – найти способы сооружать дома на других планетах, но также и разнообразить строительство на Земле. Народный ансамбль русского танца «Ярила в день» отметил 5-летний юбилей с большим размахом. Концерт коллектива с русскими песнями и танцами собрал аншлаг в Доме дружбы народов в Якутске. Сюжет Евгения Тайтонова. На одной сцене воспитатели детских садов, госслужащие, ученые, бухгалтеры и экономисты. Людей абсолютно разных профессий объединяет одно – любовь к творчеству. Помимо этого, коллектив объединяют дети, ведь все они родители участников ансамбля «Сюрприз». Моя давняя мечта, чтобы существовал такой взрослый коллектив, который занимается русским танцем. И мне это удалось сделать именно 5 лет назад по инициативе родителей, участников ансамбля «Сюрприз». Мы создали этот коллектив. И на сегодняшний день уже существует 5 лет, коллектив растет, численность коллектива уже 30 человек. Многие из участников ансамбля «Ярила в день» никогда ранее не занимались танцами. Свою детскую мечту выступить на большой сцене родители воплощают в жизнь вместе со своими детьми. На юбилейном концерте выступают они вместе. Очень волнительно и очень значимо для меня, потому что я люблю своих дочек
и их труд, и их успехи, и бывают иногда поражения, как говорится, тоже переживаем вместе с ними. Выступление родителей и их детей произвел большой фурор. С самого начала концерта им удалось зажечь полный зал зрителей, которые буквально засыпали их аплодисментами. Евгений Тайтонов, Семен Семенов, Якутск. Это были новости в прямом эфире. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.